Так, время, ребят, 5 часов 35 минут. Надоело лежать, я встал. Вчера где-то в это время я тоже лег спать. На улице 6 градусов. Вообще, знаете, сейчас я покажу, что творится на улице. Только-только затопил печку, растопил или затопил, все время я путаю. Поставил чайник, хочется горячего чая. Слышите звук природы? Это означает, что у нас на улице ливневые дожди, холодный дождь. Собаки тоже отдыхают. Им тепло, уютно, не капает. Двухслойный там рубероид, у Айды вообще жестянка там еще сверху. Они себя чувствуют комфортно. Конечно, тоже хочется им в тайгу, но в такую погоду далеко ходить я не стану. Хотел сегодня, вон, капает, видите. Это было ожидаемо, потому что погода показывала, что дожди будет. РП5 и вчера ветрено было. Да и осень как-никак. Воды на реке нету. Пока вода не поднимется и не будет, лед не станет. Хреновое дело. Сегодня, по крайней мере. Сегодня будем дома сидеть. Возле избы, может, на рыбалку схожу, но в тайгу заходить не стану. На улице кошмар, что творится. Время сейчас без 25,7 уже. Все, валяюсь на кровати. Хочу пожарить рыбу. Вот сейчас. Не жалею растительное масло. Все. Чайник закипел. Сейчас еще рыбу закину. Ну ладно, успеет еще пожариться. Жар достаточно. Жару очень много. Сегодня точно не посветлеет. Такой пасмурный день сегодня целый день будет. Я с избы еще никуда не вылазил, никуда не ходил. 7:30 уже времени. Грустно такую погоду сидеть. Приготовил завтрак. Такое жаркое. Кушки, щучка. Жареха самая раз. Сейчас буду завтракать. Привез 7 буханок, наверное, с расчетом на 2 недели, 14 дней. Думал, буду жить там. И не хватает света, думаю, приходится освещение днем включать. И вот это первая буханка у меня заканчивается. Очень сильно пряники помогают, потому что с чаем все время пряники, пока есть пряники, с пряниками чай пью. Ну что, попробуем, что у нас получилось. Сейчас окушка попробую.
Соли чуть-чуть многовато получилось. Так вкусно. Я рыбу могу есть в любом количестве, в любом виде. В сыром, соленом. Именно в соленом уже не малосолка, вот, которая видео показывает. На малосолку через полчаса там уже кушают. Но думаю, это все равно риск. Подхватить там, прихватить листов урочной рыбы. А вот когда ты уже соленую рыбу дней 10 продержал в соли, ну эта зараза, наверное, погибает, видимо. Жареную рыбу я могу хоть непрерывно есть. Уху также. Люблю я рыбу. Да, очень вкусно. Окушок очень вкусный. Раньше как-то на окушка и... Сейчас кости, наверное, собакам тоже собрать буду. У меня третья часть кастрюли супа осталась, тоже собакам придется дать. Сегодня уж точно я это есть не стану. Что-нибудь свежее сварю. Короче, мало ем. Не хочется. Чай напьешься, потом аппетит сбивается. Примерно так. Может, в середине дня, может успокоиться как-то. Мне надо хоть сегодня возле избы там бытовые дела. Там туалет надо подремонтировать. На крыше там рубероид, видимо, лопнул, там капает. И одна стена у меня наклоном так косо сделана стена. Ну как-то шаманил, новую тактику стройки там делал. Я видео выкладывал, как я это делал. Туалет. Туалет не тот, который вот... Ну, ладно, не буду уже ты. Короче, если буду что-то делать, там, может, поснимаю. Не буду про это говорить. Вот такие дела. И ждал снега, а вон что творится, блин. Не, сейчас все как-то изменилось. Погода. Раньше в это время снежок уже, заморозки, а сейчас лето на дворе. Все не так. Вот так день второй теряешь, на охоту не выходишь. Реально, куда сейчас выйдешь в такую погоду? Подкрадываться, конечно, в такую погоду самое то, если ты охотишься на какого-нибудь зверя, животного. Если есть охота, лицензия на лося вот в такую погоду, если знаешь, где они обитают, в упор можно подойти. Они в такую погоду, знаете, внимание теряют. Пока нету лицензии, не будет такого видео. Охота на лося. Не знаю, когда-нибудь достану, нет я эту лицензию, но... Посмотрим. Будет лицензия, будет охота на лося. Сейчас лицензия на руках.
оборовую птицу. Кипа бумаг таких тоже добыть не удается. Они с крыльями. С крыльями они. Нам хочется добыть их, им хочется жить. Природа просто так не дает ничего. Не думайте, что охотник пошел и запросто может добыть. Нет, это не так. Надо еще найти добычу. Надо еще подойти. Они тоже слышат, видят. Ну, примерно так. Угу. Ой. Сейчас после дождей, наверное, вода поднимется. Ей надо леску посмотреть. У меня леска некачественная, блин. Ай. Я вообще не подумал, не подготовился так. Ёп твою. Вот эта леска только и есть. Которая рвется, оказывается, не знаю от чего. Ну, еще вот такие штучки я приготовил. Типа продольников. Но это уже не то. Все равно не то. Не та рыбалка, вот что мне хочется. Сейчас я вплав порыбачил, мне вот хочется так порыбачить с удочки. Не на спиннинг тоже как-то. Просто хариуса хочется половить на поплавочную снасть. Там еще в коридоре надо в кладовке посмотреть, там леска какая-то должна быть. Надо леску сюда привезти, пусть лежит. Именно чисто рыбацкую снасть на поплавочную удочку. Все привезти, пусть лежит. Грузила, удочки, леску, крючки. Все пусть в запасе. Вот я не подготовился, приехал. И на тебе. Эта леска меня подводит. 0,22 тонковатая. Рвется. Основную леску, наверное, надо, знаете, честно говорю вам, примерно 0,4. Поставить 0,4. И там где-то 30 сантиметров поводок можно уже 0,2, 0,22. Пусть рвется этот крючок, но основная леска, чтобы держалась. Вот. Ну, снимать больше сегодня я не знаю, что. Пока сижу я в избушке, я никуда в такую погоду не выйду. У меня плащ. Основной плащ в лодке оставил. Здесь в амбаре какой-то плащ должен быть еще. Может, чуть-чуть, если успокоиться, буду снимать на улице. А сейчас завтракаю и дальше буду просто лежать тупо. И радио ничего не слышно. Будем высыпаться круглые сутки, будем спать. Ждем погоду. Будет погода, будет охота, рыбалка. А сейчас пока сидим дома. Время, ребят, без 20:11. Только что встал, надоело спать. Все, просыпаюсь. Становится еще ветренее. Ну и погода чуть-чуть начала успокаиваться. Я сейчас отпущу собак. Они тоже устали уже лежать. И сходим, проверим мы сеточки. И не знаю, чем-то буду заниматься, но не лежать. Мне это действительно надоело. Ветер поднимается, это хорошо. Будет шевелить деревья. Вся эта вода с деревьев все пусть упадет, так скажем. Ну, это роса, это, не роса, а вот это все, что после дождя на деревьях.
Ну и на улице прохладно, я вам скажу. На улице прохладно. Ну да, чуть-чуть светлее становится, веселее. Ну вот, одну задачу я выполнил, что планировал сегодня. Знаете, вот оттуда, с крыши, ну, как и говорил, с наклоном как-то по Ижемскому району сделал, там в Ижме там так делают шалаши для ночлега, дома даже, бревна прям, большие бревна так стоя наклонами ставят и крышу так сделают, даже стен нету, одна крыша. И, короче, намудрил я так. Нижнюю часть я рубероидом так и закрывал, чтобы с крыши не попадала дождевая вода. Но, к сожалению, это у меня немножко отошла. Сейчас
проволокой вот тут затянул. Вот. Как бы сейчас не даст уйти. И в то же время еще дополнительно сверху, вот сюда еще рубероид прибил. И эти доски сейчас под рубероидом будут. Ну и на крыше немножко также поработал. На крыше немножко тоже протекало. И вот здесь два ряда. Айда! Два ряда тут укрыл этим рубероидом. Сейчас тоже не будет ничего течь. Короче, одну задачу, что я ставил на сегодня, уже выполнил. Ну да ладно. Зрители у меня тоже под ногами. Отпустил вас, гуляйте. Так, ну, погода вообще непонятна. То дождь начинается, то вообще небо открывается вон как. Ну, штормит, серьезно, очень сильный ветер до 10 метров, не меньше, 12 даже, думаю, есть. Потому что внизу вот эти подсад все шевелится. Ветрено. Пусть разгонит тучи на завтра, чтобы нормальная погода была. А сегодня это даже к лучшему, что дождь пошел. Потому что если погода есть, я брожу в тайге, а у меня возле избы там надо некоторые работы сделать. Вот. Весной здесь, может быть, крышу также буду, как сказать, как это, постелю сейчас, как алюминиевые листы взял, тонкие, конечно, но сюда пойдут, нормально будут. Самый раз достанет там, в ряд постелю и с двух концов. И еще был вопрос, сейчас я отвечу на один ваш вопрос у зрителей. Сейчас покажу избу. В комментарии был, вот смотрите, у меня две избы и крыша односкатная, так называемая. Вот, 4 метра длиной доски в один ряд я положил. Необычная, там два таких острие так идет крыша. А у меня вот такой ряд. Дело в том, ребята, что когда я строился, с деньгами вообще у меня напряг был. Я еще после армии нигде не работал, жил на, как сказать, деньги у дедушки с бабушкой. Что давали, тем и пользовался. Я не просил там, дайте, никогда. Что давали, вот на тебе, купи там доски, отвези. И знаете, вот эти доски я прикупил. И сюда я стройматериалы с другом своим, с друг детства, так скажем, все время мы вместе были. С другом я привез эти материалы на лодке. Большая лодка. У меня был ВИХ 20. ВИХ 20 начали мы ехать, и у меня не брал воду, короче, на его моторке даже приехали. И привезли вот эти доски, кирпичи одним рейсом. Очень тяжело было ехать. Груз большой был, как баржа мы ехали. Самое главное, чтобы не перевернуться, едешь и думаешь, доехать бы. Вот. Конечно, если крышу вот так сделать, больше надо досок. 2 раза. А я строился из того, что есть. Потом уже сейчас, если вот, скажем, что-то вести, нет проблем, там буран уже у меня есть. На буране можно стройматериалы вести. Десятки раз легче сейчас что-либо строить где. А в 90-е как-то все проблемы какие-то были. Работы не было. Не было работы, не было
скажем, все дефицитно было. А сейчас для стройки там, бери не хочу, все есть. Ну, также деньги нужны. Самое главное. Вот поэтому, ребят, я и строил односкатную крышу, потому что не было, не было денег, во-первых, и экономия материала. Примерно так. Сейчас вот по-другому, все равно крыши стали делать. Мы, когда строились, 2 ряда, скажем, ряд досок, потом рубероид, потом снова доски, потом шифер. Но сейчас вот как строят, это уже, конечно, все по-другому. Это, считай, один ряд. Ну иди. Уйди. Что-то ты там... Уйди. Короче... Сейчас строят один ряд досок и сразу шифер. Ну, в те года вообще такого не было понятия. Мы все время 2 слоя делали доски, рубероид и шифер. Конечно, сейчас, если что-либо где-то буду строить какую-то избу, это уже будет совсем по-другому. Конечно же, первое это доски. Вот это количество досок мне бы хватило на вот такую крышу. Потому что тогда понятия не было. Вот. А сейчас бы этих хватило вот на такую крышу. И, конечно же, думаю, самый идеальный вариант это крышу постелить там профнастилом или что. И ничего не надо, рубероида, ничего. Профнастил там постелил и все. Но если изба будет стоять, что с ним, если не случится, я ничего делать больше не стану пока. Мне это не надо. Мне хватает то, что я имею. Очень много пожаров от молнии, вот это самое страшное. Я был на пожарах несколько раз, как тайга горела там. И все это от молнии, обычно молния ударит, гром, молния по сушняку. И когда сухое лето, идет уже, тайга горит, по земле вот все сухое, огонь идет. Я на обычные эти попадал, а бывает еще верховым, когда идет, лес горит верховым. Это самое страшное, говорят, но я там этого не видел. Я обычный пожар, вот лес идет, горит, постепенно, спокойно так. Ничего не успеваешь там. Кидаешь землю бесполезно. Где-то вроде потушил, а где-то опять. А если муравейник загорится, это уже может месяц, 2 месяца гореть. Вообще не тухнет почему-то. Ну вот, поболтал немножко. Ну, также рассказал, почему у меня такие крыши. Вот. Ладно, сейчас дальше буду чем-то заниматься. Вроде погода налаживается.